Так, ну что, вот наступил вечер, тучи разошлись, ветер стих, вроде все благоприятно. Выезжаем на вечернюю рыбалку. Костян что-то вообще заболел, температура поднялась. Решается вопрос, возможно, придется выезжать уже прямо сегодня, потому что те таблетки, что мы пили, что вернее пил Костян, не помогают. Надо что-то пить противовирусное, походу. Что-то Костян хапанул. Вода продолжает прибывать. Продолжает прибывать вода. Вон, с самого берега, в самой мели, уезжаем задним ходом. Если что, вот, если очень мелко, задом не рекомендуется, может удариться об винт. Передом он поедет по любой мели. Все, попробуем, что у нас получится. Если будем выезжать сегодня вечером, то все, на эту рыбалку это крайний выезд получается. Ладно. Покидаем часика полтора-два. Если не отпустит, будем выезжать сегодня. Такая бывает и такая рыбалка. Да-да-да. Немножко поспали. Чуть-чуть. Был дождь, был ветер страшной силы. Все успокоилось, устаканилось. Я так думаю, что-нибудь да мы половим. И удобнее сплавляться будет. Не то, что днем не будет сносить, не надо будет постоянно заводить мотор. Будем сплавляться потихоньку по течению и кидать. Наверное, вертушечку. Не буду я много чего менять, потому что вертушка вот такая вот самая оригинальная. И у Кости вот желтенькая, может быть, ее тоже пару раз закину, посмотрим. Днем сегодня менял снасти всякие разные. Берет резину хорошо, как бы там один крючок. Много сходов, особенно если щука. Основной целью, конечно, моей является щука. Поймаю щуку, буду очень рад, потому что весь улов заберут ребята. Потому что я-то еще здесь поймаю, а вот 3-4 щуки на малосолочку или на жареху я бы, конечно, домой забрал. Так что поехали ловить щуку. Ну что, начинаем. Первый заброс. Я думаю, опа, была поклевка уже, или что это было, я не понял. Если травы нет, значит это была поклевка. Травы нет, значит была поклевка. Беда, друзья, беда. Порвал блесну. Мормышечку мою порвал. Мормышечку, говорю. Свою блесенку.
Зацепился, потянул вроде бы не сильно. И обрыв. Печалька. Так, что-то я не нашел карабина у себя. Зацепил просто так. Просто так. Вертушечку зацепил. Об плетенку. Если ударить щука, перекусит по-любому. Ну, перекусит, так перекусит. Что теперь? Менять ее нечего. Вертушка универсальная. Блин, тут, конечно, жалко вертушку медную. Уловистая вертушка была. Сегодня еще говорили о ней. Поймала немало рыбы. Вот и все. Пришел и ей конец. Главное, в траву зацепилась, немножко потянулась сразу. Не знаю почему. Бывает и такое. Опа, есть первая поклевка. Первая поклевочка. С одной стороны, без поводка окунь должен брать лучше. Опа, вот так вот. Первый ушел. Вчера вечером брала хорошо щука. Ну вот, если что, на запас буду ловить удочкой у Костяна. Он вчера тоже неплохо подергал. Ярко-желтенькая блесенка. Ядовитая такая. Клевала на нее хорошо вчера. Поклевочка. Идет у нас там окунь. Сопротивляется. Вот такой вот. Вот такой вот полосатик. Есть первый. Есть первый вечерний окунь. Вот такой вот. Наберем немножко водички. И поехали. Второй. Есть поклевочка. Опа, хороший окунь был. Вернулся в свою стихию. Сказал, мне еще рано на стол. Я еще немножко подрасту. Вернусь чуть позже, через годик. Такой добротный окунь был. Оп, была поклевка, есть. Опа, 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 это что-то было еще больше, крупнее. Еще раз взял. Или он, или другой же. Что-то хорошенький такой был. И опять сходов. Это говорит о том, что рыба берет не жадно. Сейчас должен быть удар, по идее. Если там он стоит. Когда рыба берет жадно, она весь тройник заглатывает. А когда рыба гонится, еле-еле тяп-тяп-тяп, вот тогда и бывают эти все сходы и все такое. А сейчас что-то хорошенькое было. Примерно на полкило весом. Как минимум. Только я не понял, или окунь крупный, или язь. Все. Больше не хочет. Главное, взял, сошел. И сразу же был еще один удар. То ли он же, то ли кто-то с ним еще другой гнался. Пока все.
Опа, подъязок. Опять же ушел. Клюнул небольшой подъязок. Сколько все-таки этого язя на Печоре? Километров. Все и ловят его мешками, ведрами. А он все никак не кончается. Печорская саранча. Вот там может быть щука в траве. Но не берет, не хочет сегодня. Видать, подъем воды. Может быть и рановато, не знаю. Чуть позже может начнет клевать, но пока тишина. Так, ну что-то пока идет. Что-то ударило. Опа, хороший окунь. Хороший окуненский. Такой вот. Третий. Так. Надо, наверное, сейчас, ладно, дотяну, и надо будет подъехать к берегу поближе. Покидаем родные края. Дембеля, дембеля. И куда ни взгляни, эти майские дни, всюду пьяные бродят они. Так, хотел повесить поводок. И я понял, почему у меня рвется. У меня плетенка просто распустилась и стала 2 раза тоньше. Вон, как волос получается. Тонкая плетеночка. В общем, леска у меня в палатке. Походу, на сегодня рыбалка у меня этой удочкой, этим спиннингом закончилась. Что-то сегодня ничего не получается. Ладно, покидаю еще. Покидаю еще немножко. Если поклевок не будем сворачиваться. Что-то ребята опять зашли в палатку. Видать, Костику совсем хреново. Будем, наверное, собираться и выезжать сегодня. Потому что здесь, если станет, походу поднимается температура еще у него, лучше быть поближе к цивилизации. О, какой камень хороший. Какой хороший камень. Так, друзья, вечер наступил, но вечернего клёва нет. Прошло где-то полчаса еще. У нас результат не меняется. Что я только не пробовал. Кидаю Костиным спиннингом. Летит 2 раза ближе, но все равно я уже и тяжелые приманки кидал, и джиг-головки, и резину всякие, и блесна поменял всех цветов. Сейчас поставил вот воблер от Сергея Башко, который мне Серега присылал. Сереге привет, если смотришь меня, огромный. Хвост откусили на северных реках твоего воблера. Вот она как выглядит. Переловила уже кучу рыбы всякой разной. Окуней, щук, даже язей. Но даже этот воблер, как бы я его уже храню, экономлю. Сейчас поставил уже, думаю, может быть, на него хоть что-нибудь возьмется. Щучка какая-нибудь. Бесполезно. Походу, сегодня не клевый день. Так что, не знаю.
Опа, есть поклевка. Вот она, долгожданная поклевка. Щучья должна быть, потому что ведет себя как щука. Так. Нет, это язь. Это язь. Накинулся вот на такой воблер. За жабру попался. Вот такой вот язычек. Подъязок, можно так сказать. Вот тебе и язь. Это лишний раз доказывает, что язь это все-таки хищная рыба. Если кидается на такую рыбку, это можно только догадываться, сколько рыбы она уничтожает на реке Печора. И таких язей миллионы. И каждый хочет жрать. Покидаем полчасика все-таки в надежде на щуку. Метров 500 хотя бы проплыву. Ну и там видно будет уже. Что-то мужиков никого не видать. Все ушли в палатку. Никого не видать. Вон в траве язь бультыхнулся. Я так думаю, язёк. Ну-ка, сейчас вот так. Ну-ка, давай. Не захотел. Как-то вот так. Сегодня скучно. Вчера с Костиком мы здесь повеселились от души вечерком. Был удар, был сход. Только я не понял, походу это опять был язь. Вот здесь вот только закинул на шлепок. Скорее всего опять забагрился и сошел. Ветра нету, сплавляться одно удовольствие. Вот он. Это опять язь. Шел волной. Он просто накинулся на воблер. Пробуем поднимать. Вот он. Попался капитально. На оба тройничка. Так что, Серега, воблер твой работает. Не только на щуку, но и на язя тоже очень хорошо. Попался вот такой вот шкет. Чуть-чуть больше воблера самого. Нет, таких мы точно не берем, космонавты. Надеюсь, ты выживешь. Я даже не понял сначала, думаю, траву зацепил. А это он, оказывается, повесился. Не хотят. Так, у нас поклевка. Это походу опять язь, да, это он. Пробуем поднять. Опа, получилось. Опа, опять на воблер. Тихо будь. Капитально. За жабру попался. Тихо. Вот такой вот язёк. Вот такой вот в траве они живут, получается. Не знаю, клопы есть, а так-то не видать. Видать, в траве они мелкого малька ловят. Косяками ходят здесь. Но если они бросаются на такой воблер, это какой же у них аппетит должен быть.
Только язь остался на реке. Ну и то хорошо, не было бы язя и вообще бы ничего не ловилось. Так что будем ловить то, что есть. Вон вечерний улов, 3 язя, 3 окуня. Пошел кровить язек наш. Кто-то зацепился. Ну, что-то не крупный. Окунь, наверное. Да, это окушок. Вот такой вот некрупный окушок. Че, куда его? На волю. Будем искать крупного. Немножко переехали в другое место, чуть пониже. Вернее, переезжали. Опа! Что-то бультыхнулось. Или щука, или язь. Вот-вот-вот в траве. Что-то крупненькое. Раньше, лет 10 назад, еще здесь весело было. Рыбачишь, по всей траве плескалась щука. Щуки было очень много. С каждым годом ее все меньше, меньше и меньше. Так, что, попробуем траву туда. Не хочет. Ладно, до первой поклевки. Опа. Вот, бывает и так. Полчаса никаких поклевок. Одна поклевка. Кстати, поменял уже кучу блесен опять. Клюнула на такую вот блесенку. Поставил 3, копия блюфокса. Из первого же заброса, может и случайность, но язь ударил. А так тишина полнейшая. Ни окуня, ни щуки, ни язя. Что-то все не так. Сегодня какой-то неудачный день. Рыбки-то, конечно, полы. Опа, щука, 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 щука. Щучка, щучка. Иди ко мне, моя хорошая. Дойдешь, не дойдешь. Пробуем. Опа. Опа. Ну, жду комментариев. Зачем ловишь таких карандашей? 35 сантиметров она есть. Так что ни хрена я не нарушаю. Пишите, что хотите. Я спортивной рыбалкой не занимаюсь. Ну и пусть даже эта вся рыба пойдет ребятам. Они там в городе такой рыбалки не видят. Приехали ребята отдохнуть. Пусть отдыхают. Я тоже отдыхаю, получаю огромное удовольствие. Вы не поверите, но мне это нравится. Оп. Окушок. Ну чё, медяшка заработал? Заработала. Ну куда-то, 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 куда-то. Иди. Поздно, кажется.
Ну, где щука крупная, где крупный окунь? Давайте, может быть, все-таки солнце почти село. Вот все на горизонте, еще 10 минут и скроется. Здесь я уже его не вижу, а по тому берегу видно. Осталось буквально совсем немножко. И там полчасика, я так думаю. Так, что это, что-то клюнуло, что ли? Ну да, что-то есть. Окушок опять мелкий. Мелкий окушок. Ну, хоть что-то началось. Обнадеживает. Может быть, все-таки я увижу сегодня поклевки. Ну, в принципе, при всем бесклеве я уже вон наловил с одной стороны 4 озя, там щука, 3 окуня, что ли. Зимой такое поймать за целый день — огромное счастье. А летом это, да, так себе, не клюет. Разбаловались мы хорошим уловом летним. Ничего, скоро зима. Будем заниматься трудовой рыбалкой. А это так, рыбалочка. Отдыхаем, получаем удовольствие и в то же время еще и рыбу ловим. Так, ну что, солнышко село, ловиться не начало. Нет сегодня вечернего клёва. Поменял кучу блесен, кучу резины. Не клёвый сегодня день. И даже моему железному терпению начал приходить конец. Так, это что? Это ничего, это трава. В общем, еще 3 заброса. И поехал-ка я в палатку. Не знаю, что там ребята решили. Если Костян легче ему не стало, то будем собираться выезжать. Что-то на берегу никого не видать. Костер потух, лежат, дрыхнут, наверное. Посмотрим. Завтра у меня рабочий день. По плану было съездить, отработать, вернуться к ним опять вечером и только послезавтра выезжать. Ну, форс-мажорные обстоятельства. И будем, походу, выезжать пораньше, возможно, уже сегодня. Зацеп еще и зацепился, бляха-муха. Трава. Так, сколько раз я хотел кидать? 3 раза. Наверное, уже кинул. Все, еще разик закину. Крайний раз. И все, на сегодня хватит. Рыбы я поймал. Общей сложностью. Так, там у нас ведро в ручье. В бачке там 20-ка. Почти полная. О, вот напоследок еще и поклевочка. Еще и что-то клюнуло. Вот такой красавец окунь. Спасибо, Печора, тебе, что напоследок дала мне этого окушка. Так, не договорил? Ну ладно, покидаем, пока скажу. Ведро там, да, минимум 3 ведра разделанной соленой рыбы. Домой ребята увезут каждому по ведру. Если я возьму себе буквально пару щучек. Звонил домой, они сегодня с поселка выезжают домой. Сегодня они будут в деревне. Если домой поеду, то малосолочку, буква 3-4 щучки, не больше. Остальное я еще поймаю. Опа, опа, волной пошло, кто-то волной пошел. Пошел волной, ударил. Так, может, мы рано прощаемся еще? Я прям видел, что за вертушкой пошла волна и был удар.
Оп, вот что-то есть. Ушел. Ушел. Так, здесь где-то волна была. Сейчас начнется более мелкие места травянистые. Вот здесь вот с этого мыска. Может, на мели что-то будет. Ну ладно. Покидаем немножко. Вот. Нет. Ты смотри, вот только собрался. И рыба думает еще, подожди, не уходи. Еще не время. Такое бывает, что после захода солнца начинаются поклевки. Может быть, сегодня такое будет. Ладно. Покидаем еще немножко. Тоже пусто. Оп, нет. О, Господи. Поклевка. Опа, да. Иди гуляй. Вася. Если сейчас будет пусто, значит все. На сегодня хватит. Все. Как-то вот так. Даже моему железному терпению пришел конец. На сегодня рыбалка закончилась. И, скорее всего, закончилась вся рыбалка в целом. Если Костику не стало лучше, собираемся и выезжаем. Как-то вот так. Ну, по-любому, когда будем провожать, сделаем включение и традиционное подведение итогов. Так что пока не прощаемся. Увидимся скоро. Вот такой вот вечерний улов. Итак, друзья, короткие включения. На улице уже ночь, практически ночь. Белая ночь, начало ночи, скажем так. И все-таки я решил и собрался, решил поехать домой. Ребятам оставил весь сегодняшний улов, пусть чистят. Там в садке еще был. Взял себе вот буквально вон 3-4 щучки и 2 окуня. 6 рыбок взял, свежатинку вот пожарить немножко. И давайте, как я вам и обещал, промежуточное подведение итогов. Сколько я везу сейчас домой. Это у ребят, вот они засолили. 20-ка тут чуть больше половины. Щука, окунь, язь. Вот они посолили здесь уже. Это я везу в холодильник. Немножко взял барахла нашего, чтобы завтра было поменьше вести. И заберу вот наше ведро, которое мы сегодня днем закинули в наш природный холодильник. Вот так вот. Вот так вот. Все. Опа. О. Вот. Мы уже показывали, что и как здесь. Блин, одной рукой неудобно. Да что такое, что за ведро такое? О! И тут практически ведро рыбы. Все это мы закинем в ледник. Ведро раз, ведро два. И дальше 3 по ведру на брата у них будет это 100%. Не знаю, что они решат. Завтра рабочий день. К обеду они должны решить. Или выезжают вместе со мной. Сопровожу их. Или остаются еще на субботу. Я к ним приеду и уезжать будем в воскресенье. Как-то вот так. Прошел второй день. Порыбачили от души. Рыбки половил. Удовольствие получил. А то, что, ну, как говорится,
Что еще надо? Все хорошо. Так что надолго не прощаемся. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Добрый светлый день, чтобы из сердца выбросить дум ненужных тень, чтоб у Бога выпросить добрый светлый день, чтоб у Бога выпросить добрый светлый день. Ну что, ребята, еле-еле застал эту бригаду, пока я работал. Они уже успели и подняться, и приехать, и загрузиться. Что, нарыбачились? Нормально. Да, Нарыбачились. По ведру на брата поймали? Да. Поймали. Молодцы. И даже и мне досталось немножко на жарежку. Взял немножко щучек, пару окушков. В общем, я-то еще поймаю. Вон, главные ребята. Как вам рыбалочка? Вот такая вот. Нормально, понравилось? Да. Супер. Только девочки Костик, было. Супер. как, да? Все Бумаги хорошо. побольше. Так, ну что, прошлый год отметились, в этом году отметились. Ждем на следующий год. В августе еще приедем. А, в этом году в августе. Так что надолго мы не прощаемся. Конечно, Генке приедем. С Да. музыкой, с танцами. Всем, друзья, спасибо за внимание. Всем пока. До встречи в августе. Ребята обещают появиться в августе и темными ночами танцевать возле избушки. Увидимся. Всем пока. Да, да.